Всех участников и гостей связывает одна проблема – борьба с вредителями в лесах, влияние насекомых на состояние и прирост насаждений. Хвои листогрызущие насекомые, объедая хвою и листву на деревьях, нарушают их нормальный водообмен и ассимиляцию, что ведет к потере прироста и устойчивости. Именно сегодня собрались представители 8 регионов, чтобы обсудить данную проблему. Проблема не только как конкретно региона одного, там сибирского или дальневосточного. Проблема сегодня в целом, в том числе с карантинными видами вредителей, такие как непарный шелкопряд, который сегодня распространяется, не имея границ. Потом проблемы инвазивных видов. Они сегодня актуальны для кедровников в Томской области. Инвазивные виды – это как раз те виды, которые путем перемещения, то есть человек повлиял на перемещение этих инвазивных видов, и они на новых площадках, на новых кормовых культурах ведут себя агрессивно, распространяются. Это по Сибири сегодня две больших проблемы. Это полиграф уссурийский, который повреждает пихтовое насаждение, и союзный короед, который сегодня в Томской области на больших площадях повреждает кедр сибирский. Для каждого участника это знаковое мероприятие. Данная площадка собрала представителей защитников леса, где они совместно смогут выработать единые подходы по мониторингу основных поднадзорных вредителей и принятию управленческих решений. Участники данного мероприятия – представители регионального правительства, директора филиалов Российского центра защиты леса Дальневосточного федерального округа Владивостока, Хабаровска. Проблема численности вредителя, то есть это наши вредители, которые в составе своего биогеоциноза, они в наших лесах присутствуют постоянно. Но в связи с тем, что погодные условия влияют на развитие численности, то есть это, я уже говорил, это и сухая погода, это и малое количество осадков, все это приводит к росту численности, потому что на сегодняшний день кормовая база, то есть так называемые резерваты не имеются, это лиственничники, которые вредители, сибирский шелкопряд повреждает. Поэтому тема очень актуальная, и совместно выработана будет позиция с учетом всех мнений, особенностей каждого из наших регионов, и будем принимать какие-то концентрированные решения с целью того, чтобы качественно наладить мониторинг за нашими основными поднадзорными вредителями. Это сибирский непарный шелкопряд, как я уже говорил. Представители Сибирского федерального округа, а именно Томска, Алтая, Новосибирска, а также ветераны службы защиты леса и представители науки лесничества Тувы выступили с докладом о своих проблемах в регионе. Например, в Томской области проблема с инвазивными вредителями. В Томской области у нас два вида инвазивных вредителей. Это полиграф белопихтовый, он у нас по всей Сибири распространен. На всей территории, практически уже и в Европе, поражает пихту. Но в 2018-2017 году появился еще один инвазивный вид – это союзный короед, который повреждает именно кедр. Этого вредителя ни в одном регионе Сибири еще пока нет. У меня доклад как раз будет на эту тему. Подобные встречи для обсуждения решения насущных задач с представителями защитники леса, как выяснилось, в регионе проходят каждые 5 лет. В течение 25 лет Центр защиты леса республики занимался мониторингом, защитой и восстановлением лесов Тувы. Инна Клоянчик, Хандангак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.